В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. Сегодня ровно год нашему телеканалу, и у нас День самоуправления. Соведущий выпуска вместе со мной любезно согласилась стать вице-премьер правительства Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И сейчас коротко об основных событиях. Цены на дизтопливо стали выше. Официальный комментарий Саханнефтегазбыта. Эпидпорог превышен в 2 раза. В школах Якутска продлили карантин. 50-градусные морозы в Ленске. Как город встречает аномальное похолодание в начале февраля. История чудесных спасений. Как зрители телеканала Якутия-24 следили и переживали за жизни людей. Клевая рыбалка в прямом эфире. Вячеслав Бродников. В течение дня рыбалки, политики и не только. Компания «Саханнефтегазбыт» с 1 февраля повысила стоимость дизельного топлива. Цена за литр выросла на 3,5 рубля. С февраля стоимость дизельного топлива увеличена на 6%. Цена за литр в Центральной Якутии составляет 60,7 рубля. В южных районах 58,2. Указано на сайте компании. Компания отвечает, что подъем цен произошел из-за изменения стоимости у поставщиков. Сотрудничество Якутии и Санкт-Петербурга получит новое содержание. Об этом стало известно во время рабочей поездки делегации республики в северную столицу. Якутяне посетили крупные судостроительные заводы и встретились с их представителями. Сам же визит связан со строительством Жатайской судоверфи. Подробности в материалах нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Мы могли бы взять на себя создание концепции порта Тикси. Помимо полной реконструкции порта Тикси, лизинговая компания предлагает Якутии еще несколько направлений для сотрудничества. Это и строительство комплексов по выращиванию рыбы, и даже добыча мамонтовой кости на шельфе. Но, пожалуй, наиболее подходящим вариантом для взаимовыгодного сотрудничества стало предложение о строительстве Жатайской судоверфи. Всегда готовы взять, причем выйти за свой счет на эти работы все. То же самое. Не просто реконструировать, но и предложить, сделать его концепцию, предложить, какие суда вот там можно строить. «Морской базис» – это одна из крупных лизинговых компаний в России. Как отметил первый зампред правительства, исходя из их опыта, Якутии будет весьма интересно с ними поработать. Со стороны республики на встрече также были предложены несколько направлений для совместной работы. Совместно реализовать строительство рыбного завода водоканала города Якутска, потому что такой проект есть. У нас водопользователи, к сожалению, зарыблением не занимаются, полением. И вот как раз-таки у морского базиса есть очень хороший опыт. Наверняка им можно посмотреть по модернизации Зеленого мыса. В рамках поездки в северную столицу делегация Якутии также посетила и ведущие судостроительные объекты. Как итог, подготовить квалифицированные кадры республике поможет Балтийский завод, а Средненевский поделится инновационными технологиями в использовании композитов, чтобы облегчить суда. Генеральные директора готовы подготовить технологов для нас. Я думаю, что наверняка на предстоящем совете по Арктике мы подпишем с этими компаниями это соглашение. У нас такие договоренности есть. Напомним, что проект масштабной реконструкции судоверфи в поселке Жатай вошел в программу социально-экономического развития Арктики. Объем финансирования из федерального бюджета составил более 4 миллиардов рублей. Строительные работы начнутся весной этого года. В настоящее время завершается разработка конкурсной документации по выбору генподрядчика. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. В школах Якутска и пригородов продлили карантин. Занятия отменены до 8 февраля включительно. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за 4-ю неделю Нового года превышает эпидемиологические пороги в республике в 2 раза. В основном преобладают вирусы негриппозной этиологии, парагруппа, аденовирус. Также лабораторными исследованиями были выявлены вирусы гриппа А, но вспышка заболеваемости этим гриппом не наблюдается. Из числа заболевших 82% приходится на детей до 14 лет. Минздрав Якутии рекомендует соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением. При признаках заболевания обращайтесь в поликлинику по месту жительства или вызывайте на дом врача. На сегодняшний день у нас находится в отделении в стационаре 59 больных. Встречаются тяжелые случаи гриппа. Есть больные с осложнениями в виде пневмонии,
когда уже присоединяется вторичная бактериальная флора, там бывают пневмонии, значит, протекают тяжело, конечно, да, но такие случаи единичные. Карантин не помеха для получения знаний. Математика, русский язык, окружающий мир и другие предметы. В школе номер 17 города Якутска ученики 3 класса обучаются в онлайн-режиме. Каждый день по 3 урока. Единственный класс в школе, где учитель делится своими знаниями, несмотря на карантин. Учитель совместно с родителями организовали специальный канал для трансляции занятий. Все 34 ученика не отстают от школьной программы. Ребята в текстовом чате отвечают на вопросы и получают оценки от учителя. Такому формату обучения рады как сами дети, так и их родители. В такие дни, когда у нас холодные дни и когда мы уходим на карантин, я занимаюсь с детьми дистанционно. Записываю вебинары специально. Чтобы провести вебинар, мне приходится делать, я с удовольствием это делаю, презентации, настраиваю презентации на вебинары, чтобы можно было провести опрос у детей, чтобы они мне отправили ответ. Кроме этого, я записываю туда еще разные тесты и буду учить их отвечать на тестовые задания. Морозы в Ленске. Достаточно теплая зима была в этом году для ленчан. Столбик термометра только один раз опускался ниже отметки 50 градусов. Но в завершении якутская зима решила показать свой характер. Уже несколько дней на улицах города стоит плотный туман. Не каждый родитель отпустит своего ребенка в школу. К тому же в больницу уже поступали пациенты с обморожениями. А некоторые жители замерзают в собственных квартирах. О том, как переносят морозы ленчане, в материале Анны Кожевниковой. На улице под 50 градусов ниже нуля и беспросветный туман. Сотрудники ГИБДД призывают жителей Ленского района быть более бдительными на дорогах. Не только туман становится проблемой движения автотранспорта. Из-за морозов некоторые машины и вовсе отказываются ехать. В эти дни возрос спрос на услуги такси. Но дозвониться в многочисленные службы, особенно утром, с первой попытки не удается. Хоть столбик термометра не опустился ниже отметки минус 50 градусов, но многие родители не желают отправлять своих детей в школу. В актированные дни отсутствие ученика прогулом считаться не будет. Но всем пришедшим обеспечивают образовательный процесс. Но на сегодняшний день у нас уже есть школы, которые закрыты по температурному режиму. Это школа Натора, это школа Нюя, это у нас школа Турухта, также у нас Бичинче. Но Бичинче Амурья, Чимча и Артанахар. Но не у всех есть возможность доставить ребенка на уроки автотранспортом. А отправлять малыша в туман за знаниями хочет не каждый родитель. К тому же в Ленске уже зафиксированы случаи обморожения. Чаще всего жертвами мороза становятся как раз-таки дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Лица в состоянии алкогольного опьянения, они не ощущают, как правило, того, что наступает отморожение тканей. Или засыпают на улице, к сожалению. Поступают пациенты с разными степенями отморожения. С легкими степенями обращаются в поликлинику. С тяжелыми, как правило, отморожениями, общим переохлаждением пациенты поступают к нам. В том числе тяжелые пациенты бывают с тяжелыми отморожениями и общим переохлаждением. Таких пациентов мы отправляем в отделение термической травмы в РБ номер 2 в городе Якутске. А вот некоторые жители Ленска замерзают даже в собственных квартирах. Жильцы дома номер 5 по улице Новосибирского микрорайона Алроса в эти дни, можно сказать, не раздеваются, возвращаясь домой после работы. Вот так вот мы каждую зиму мерзнем. Чуть маленько за 30, все, дома невыносимо холодно, ветерок, камин. Ходим вот так вот. Одеваемся, конечно, ноги укутываем, Дети тоже, не приучены у нас таким этим. Выживаем, можно так сказать, что в таких условиях. Обращались в нашу компанию, никаких не было, ничего не предпринимают они. По прогнозам синоптиков, температура ниже минус 40 градусов продержится до середины следующей недели. Ленчанам стоит запастись теплыми пледами, горячим чаем и терпением. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В рамках всероссийской кампании «Культура на дорогах» якутяне присоединились к всероссийской акции «Погода экстремальная, дисциплина максимальная», которую провела госавтоинспекция.